Лера, ведущая программы «Не скучай-ка». В это тяжелое время самоизоляции, когда так хочется гулять, а мы вынуждены сидеть дома, самое главное – беречь свое здоровье и здоровье своих близких. А чтобы это время прошло с пользой, мы должны его заполнить интересными вещами, узнать что-то новое, полезное и интересное. В программе «Не скучай-ка» я буду рассказывать вам обо всем интересном, что происходит в Государственном концертном зале Башкортостана. Я в нем часто бываю и хожу на разные мероприятия и концерты. А сейчас, во время самоизоляции, все коллективы продолжают вести активную работу. И я хочу поделиться с вами самыми интересными новостями из их жизни. Театр эстрадной детской песни «Чудесство» продолжает свои занятия. Ольга Ивановна, расскажите, пожалуйста, как вы сейчас проводите свои занятия? Ребята у нас занимаются 2 раза в неделю, групповые занятия. И среди недели также у них проходят индивидуальные занятия по подгруппам, то есть дуэты, трио тоже занимаются. Ребята очень рады видеть друг друга в режиме онлайн, так как сейчас мы на самоизоляции. И общаемся, как будто бы и не расставались. Мы изучаем наши песни, которые мы запланировали исполнять в этом году на нашем отчетном концерте. Движение к песням я им записываю на видео, отправляю, они дома разучивают. И потом, когда мы встречаемся на онлайн-занятиях, мы это все повторяем. Самые маленькие детки у нас есть, они вообще, им даже мало 2 раз в неделю. Они звонят, родители пишут: Ольга Ивановна, давайте, может, еще проведем занятия. То есть, так как сейчас дети в своей деятельности ограничены, поэтому с удовольствием занимаются и готовятся к своему дальнейшему выступлению. Это Богдан, солист театра. Он любит петь и часто выступает в концертах. Богдан, расскажи, чем ты занимаешься на самоизоляции? Играю в игрушки, лежу на диване с моим любимым котом, смотрю телевизор, но еще и учусь математикой, окружающим миром и вокалом по видеосвязи с Ольгой Ивановной. А какие у тебя любимые игрушки? Мои любимые игрушки – это динозавры. Сзади у меня стиранозавр, барионикс, зоохамин, стегозавр, а у меня в руках индораптор. Я знаю, что у тебя есть очень интересный костюм. Расскажи нам о нем. Сейчас я вам покажу мой костюм и все объясню. Вот это серебристая кожа, прямо как у робота, но это у него железо. А это вставки. Я придумал им цвет, потому что мой любимый цвет это салатовый. Еще у него есть вот такие антенны, прямо как у настоящего робота. Они сделаны из проволоки. И есть еще с вкладкой вот такой ремень, чтобы костюм не упал. Еще я вам не рассказал о том, что одна из, вот такая вкладка, это карман. И с другой стороны. Пронеслась на солнышке, веется, блестит, а у нашей бабушки голова болит. Мама в ванной заперлась, нету сил терпеть, потому что Бронислав очень любит петь. Тук-тук-тук-пам-пам-парам, 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 тук-тук-тук-пам-пам. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех людей. Я каждый день смотрю занятия коллективов ГКЗ, ведь там так много интересного. И хочется научиться всему, что умеют эти талантливые детишки.
Государственном концертном зале Башкортостан находится благотворительный фонд имени Владимира Спивакова, поддерживающий молодых исполнителей. У нас на связи стипендиатка фонда, участница конкурса скрипачей имени Владимира Спивакова Анастасия Мамяшева. Настя, ты в прошлом стипендиатка фонда Владимира Спивакова. Расскажи нам, пожалуйста, о своих новых достижениях и планах на будущее. Спасибо, Лера. Я заканчиваю 4-й курс Московской государственной консерватории имени Чайковского. В этом году участвовала в нескольких конкурсах. В Москве проходил международный конкурс, где я взяла 1 место. Через неделю проходил всероссийский конкурс Кабалевского в Уфе, где я получила гран-при. Что касается конкурса Спивакова, я, конечно же, была очень рада участвовать в нем. И это была, на самом деле, такая большая неожиданность, потому что я вообще не могла себе представить, что могу участвовать в таком большом, крупном конкурсе. Но, тем не менее, вот меня отобрали, это была такая большая радость. Я к нему готовилась, меня он вдохновил на еще большие занятия по скрипке и морально подготовил к поступлению. Потому что в том 2016 году, когда проходил этот конкурс, я заканчивала средний специальный музыкальный колледж в Уфе, и мне нужно было поступать дальше. Я очень благодарна Владимиру Теодоровичу за его большой подарок, за вот этот вот смычок, которым я сейчас играю. Он мне его вручил за полгода до Спиваковского конкурса, вручил в Доме музыки, пригласил для этого меня в Москву вместе с мамой. Он мастеровой, французского мастера, очень хороший смычок, гораздо лучше, конечно же, гораздо лучше моего предыдущего. А в планах на будущее искать новые конкурсы, потому что в связи с такой вот обстановкой, в связи с вирусом, очень многие конкурсы отменились, в которых я как раз хотела участвовать. И сейчас мне нужно будет искать новые конкурсы. Сейчас я сыграю вам фрагмент из очень сложного для меня произведения, которое я сейчас разбираю, разучиваю. Композитора Эрнста, называется «Последняя роза лета». Как раз таки буду играть этим смычком, который подарил Владимир Теодорович. Спасибо, желаем тебе новых успехов! В Государственном концертном зале Башкортостан еще много интересного, но об этом мы расскажем в следующей программе.